Так, друзья, всем привет. Раннее утро. Я на старте, ребята. Остановился на последнем фонаре деревни. Ухожу сейчас вниз. Буду пытаться пробиться на озеро. Информации еще не было, ребят. Кто-то ездил, не ездил. Но я думаю, все в порядке. В этом году с опозданием. Как-то так деревенские, смотрю, просыпаются. Ну и мы на старте, ребят. Волнение присутствует. Информации не было. Ездили туда, не ездили. Но я думаю, в этом году все в порядке, так как буквально вчера еще было минус 16. Позавчера было минус 30, ребята. А сегодня минус 4. Ну, естественно, ветер, вьюга. Тепло приходит с ветром. Это стандартная погода. Я немножко приболел с температурой. Ну, блин. Сейчас 3 денечка, ребята, у нас такой погоды, вот более-менее. Потом опять заморозки. И что-то, ребят, желание прям съездить. Покатаюсь, наверное, 3 дня. Попробую половить местную щуку. Вот. Сегодня на Тафаларе, ребятки. Открытие снегоходного сезона, так скажем. Возле деревни катался, ну так, плюс-минус. Вот. Местные, понятно, ловят белую рыбу, плотва, окунь. Вот. После того, как приехал, я никуда не ездил. Вот. Потихоньку собирался. Потом стукнули морозы, вот переждал и, в общем, гоним. Вот. Так что давайте, ребят, попробуем прорваться. У нас, скажем так, 3 момента. Доехать до речки, нужно переехать реку. Это самое главное. Потому что реки только встали недавно. Вот. Потом пробраться до ручья, болото пробить с ручьем. Это второй момент опасный. Ну и уже выскочить на лед, ребят. Как-то оно так. Еще темно. Но я думаю, сейчас пока доберемся до реки, пока пробьем реку, посмотрим, какой лед. Если все хорошо, перескакиваем. Прям до ручья, до болота. Там смотрим. Как раз рассветет уже, и уже более-менее с рассветом будем заходить на озеро. Все-таки первый раз, ребят, еще ничего не понятно, страшновато. Ну, морозы 30 были, я думаю, все должно быть круто. Все должно быть замерзнуть. Все, полетели, ребят. Ух, начинается. Ну что, красавчик, давай. Твой выход, как говорится. Заждался ты. Засиделся в гараже. Что, подогрелось? Поехали, что? Смотрю, в ручье вода какая-то вышла. Я думаю, нормально будет. Все хорошо. Все, поехали.
Так, ребят, ну что, добрался до реки. Никто сюда не заезжал, не проезжал, не пытался, не смотрел лед. Переезд через речку. Значит, я первый. Вот. Как-то ну так. Но морозы были, говорю, вот за 30 стояло, сейчас под 30-ку. Я думаю, все хорошо должно замерзнуть. Здесь как раз перекат, и вот посередине опасно. Ладно, посмотрим. Заяц ходил. Лед подняла, блин. Вода поднялась, лед подняла. С одного, если не пробивается, ребят, значит нормально все. Нормально. О, трещит. Зараза. Блин, неохота, конечно, долбить здесь насквозь, так как вода потом выйдет. Но с одной стороны, и наоборот хорошо. Надо наоборот дырявить, чтобы вода выходила, переправа намораживалась. Вот, пробил. Сантиметров 8. Нормально. Вот только вот тут по центру. А все остальное это там хрень. И там вот смотрю, мне бы заскочить. Там лед обломало. Не знаю, видно, не видно на камеру. Лед сел. И льдина такая наверху. Короче, нормально проеду я, ребят. Спокойно. Такие дела. Так, ребят, ну что? Уже расцветает. Думаю, проскочим. Только вот там льдина. Лед упал, вода. И залетать придется прям в льдину. Там подъем очень жесткий. Попробуем. Ну давай, кормилец. Не подведи. На изи. На изи, ребятки. Поломал. Поломал, да, вон тут. Вода пошла. Ну ничего. Все хорошо. Все, ребят, не знаю, видно, не видно, но первую преграду прошли. Теперь потихоньку попылили до ручья. Вот ручьи, ребята, они опасны. Они даже зимой в морозы в январе-феврале не промерзают. Болото. Реку прошли. Погнали.
что, ребят, я на болоте. Штурману сейчас болото. Поручу, наверное, не поеду. Ну нахрен. В объезд сейчас проеду. Поручу обычно. Тут видите, какие кочки. Тут не заехать никак. Хотя, наверное, промерз ручей. Но рисковать не буду. Этот ручей, ребята, столько техники съел. Мама родная. Да, снега нету еще ни хрена. Непонятно, куда ехать-то. Раньше по-другому было, как будто. Мне казалось. Опа, тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 друг мой. Вообще не понимаю, куда ехать. Как-то вроде так. Тихо, не газуй. Все, я уже на озере. Вот оно. Дорога, правда, ни хрена не понятно. Это как-то никуда заехал я. Здравствуй. Фу, бля. Пойдем смотреть. Фу. Здравствуй, озерцо. О, ох ты, нихрена. Тут-то вода, ребят. Лазить опасно. Болото, я что говорю, ребят, видите, они-то не промерзли, ни хрена еще. И заезд тоже хреновый, можно сломаться, они замерзают. О, блин, возле травы. Знаете, какая глубина? Хрен знает, куда суваться. Глубоко здесь. Вот этот ручей, зараза, коварный. Надо будет выскочить вот так, что ли. Тут нормально. А там вон мимо, блин, трава эта. Сейчас я посмотрю, ребята. Так, ну все. Тут ходили, ребят, пешком, оказывается. Видали, какие дела. Сейчас посмотрим, что у нас на льду. На озере самом. Вот так выскочу. Тут поломаю. Ходили вон пешком. Следы с деревни, с другой. Заезд. О, тут, ребят, льдина. Нормально. Опять же в начале я же так и провалился. Попал сантиметров 10. Попал в ключ. Потихоньку поеду берегом. Сейчас выскочить только надо.
что, будем пробивать потихоньку, смотреть. Такие дела, ребят. Ну что, ребят, я добрался. Все, смело пошел. Тут стояли уже, рыбачили. Самое, что интересно, стояли как раз именно здесь, где я обычно стою. Ну, открываю здесь, я обычно здесь вот рыбачу. Да, вот есть видно отметки лунок. Видно, что здесь затопило потом все это дело. Ну, сейчас замерзло, здесь, наверное, лед прям уже огонь-огонь. Побрали здесь, ребят, щучку, конечно. Ну, а что сделать? Все рвутся, все рискуют. Я уже поспокойнее к этому делу. Да и мы половили, в принципе, неплохо. Вот. А так все, в принципе, дорога есть, можно рыбачить. Пока до Нового года, ребят, двигаюсь на озерах, ловлю щуку, а потом уже на реку потихоньку. Да, время, конечно, уже, ребят, я потратил очень много. Ну, знаете, лучше так, чем никак. Вообще надо было разведку изначально делать, а потом уже ехать. 8 утра, 9 час, ребята, я уже опаздываю, конечно. Жерлицы должны уже стоять. День короткий, декабрь месяц. Светового дня вообще понты. Ладно, плюс-минус. Сейчас будем вспоминать. Здесь тоже схема интересная. Не просто так нужно ставить жерлицы. Здесь нужно, да, здесь нужно понимание иметь. Потому что здесь край травы, нужно именно как раз попадать вот именно в край. Попадешь, рыбалка удастся. Такие дела. Ладно, давайте начнем, ребят. 3 дня у нас вот такой погоды. Вот. С ночевкой не поеду, так как заболел, видите, ребят, придется ездить. Ну, потрачу я топливо. Ладно уж, но ночевать опасненько, с температурой. Ну, лежать тоже, блин, хреново. Лучше двигаться. Мне так как-то лучше. Таблетки взял, если что, бахнем. А так вот с ночевкой, конечно, бы на 3 дня съездить, вот пожить. Ну, буду кататься. Все, начинаем. Сказал, лед, ребят, хороший.
Сегодня взял старые жерлицы, так как буду оставлять, мало ли, как бы их не особо жалко, если что-то мало как-то. Вчера перебрал старые мои тонаровские, а так все то же самое, ребят, двойнички. Основная 0,4 леска, двойнички, второй номер спрашивают. Ну, у меня в перемешку в 2 и 4. Все зависит от живца, ребят. Если второй номер, живец покрупнее, четвертый поменьше. Отлично. Раз, два, три, четыре. Повыше поднимем. В общем, вот этот пятак сейчас разбросаю. По всякому. Карасики еще, ребята, у нас с первого льда. Бедолаги у меня уже они еле-еле живут. Ну, живут еще. Еще вроде как дышат. Что-то хреново ему, блин. Что-то хреновенько, ребята. Поставим другого. Ну нафиг. Мы везем с тобой кота. Держи-ка собаку. Вот этот вроде. Вот такой уже, ребят, хреновенький. Поработают, я думаю, ничего страшного. О, попер первый. Давай. Так, ребят, ну что, подкову я сделал из старых жерлиц. Там 7, тут 5. Вот, и сейчас комплект новых. Ну, вообще новых от Мишани. В прошлом году были новые, а в этом году еще новые, новее. Мы уже их показывали, конечно. Они уже доработаны и там немножко. И сейчас, в общем, я их расширенно между этими добью. В общем, у меня будет полностью пятно закрыто здесь. Как-то так. Сработок пока нету. Странно. Время утро. Здесь утром, по идее, должна быть какая-то движуха. Пол 20 минут 10-го. Ну, много чего повлияло. Здесь стояли уже, причем недавно. И смена погоды очень жесткая, ребят. С 30-ки на 4 градуса. Такие дела. Так что может и не клевать вообще. Ну ладно, посмотрим, что. Погнали добивать. Да. И Мерседесы.
Настоящие мерседесы, ребята. Почему мерседесы? Потому что крутые жалятся. Базара ноль. Флажки здесь уже съемные. Раньше они были встроенные. Замерзало и не было возможности их засунуть. Сейчас вот сделали вот так. Магниты добавили больше. Здесь резьбовую поменяли. Площадку тоже изменили. Вот, потихоньку дорабатывается, жалится. Вот так вот. Вот так можно встать, отпустить, и все, она сама, ребят, делает. Перехлёста не будет никогда в жизни. Магниты делают. Классно. Раз, два, три, четыре. Флажочки в термоусадочке. Отражаечка. Здесь отражаечка. Очень яркий, кстати. Специально какой-то самый яркий цвет Миша использует. Снизу проклейка, чтобы сильно не промерзала лунка. А так все то же самое. Двойнички. Карасики, конечно, такие, блин, хреновенькие. Ну что, сколько есть, поживут. Надо ехать за плотвой на яму. Местные ловят. Ничего, вроде поклевывает. Заготавливать живца надо. Надо вылечиться только. По центру здесь уже глубоко 2,5. Так, ребят, первый загар. Правая сторона у меня щелкнула. Вот так и буду смотреть. Да, есть первый загар. Отлично.
Первая сработочка. Холостая. Походу небольшая. Ну, карась живой. Ну, трава присутствует. Значит, все правильно я делаю. Рядышком трава. Давай. Обратно. Ну, немножко помотала, подержала. Раз, два, три, четыре. Так, ну что-то начинается. Снегопад повалил. Ну, снежок тоже нужен. Снега мало, блин. Проехал, в принципе, более-менее, но все равно кочки еще открытые. Местами тяжко. Болото вон. Открытое все. Куда-то сейчас заезжать в тайгу, переезжать, блин, тяжело еще будет. Надо снежка, чтобы было. Вот сегодня повалит. Завтра вроде снег валит. Послезавтра. Ну, нормально. Так и должно быть. Снежочек тоже нужен. Хотя катковая подвеска, в принципе, не склизы. Нормально. Он этого не боится. Ну вот просто едешь, бывает, на кочку заезжаешь, она уже промерзшая, как камень получается. Вот модуль страдает. Да. С каждым годом все позже и позже у нас открытие. Какие-то года, помню, в октябре даже в конце, ребят, открывались. А тут, вон, видите, сейчас у нас конец ноября. Открытие. На целый месяц сдвинулась, да, погода. А в средней полосе так вообще вот. Многие льда еще не видели, снега не видели. Вот такие сейчас хмурые денечки будут. Темные. Весь декабрь. Ждем поклевку, ребят. Флажок мы уже видели, теперь нужно поклевку уже с щучкой. Щуки здесь черные, озеро таежное. Ну и вода тут такая, вон, буришь, она как желтая. Но это не означает, что она, ребята, ее можно пить даже. Я спокойно ее пью, чай кипячу, готовлю. Она просто такого цвета из-за местности. Торфяные, ну, торфяники, болото и, в общем, вот такая вода. Соответственно, и рыба здесь такая. Щуки здесь такие бронзовые, красивые, черные. Окуни такие темные. А ерши здесь, ребята, вообще как угли. Вот на реке светлая щука, красивая. А здесь, ну, она здесь своеобразно красивая, конечно. Вот. А так, класс. Ну, на своих местах тоже прикольно, ребят. Когда ты на технике, когда ты сам себе хозяин, приехал, уехал.
Надоело что-то, он собрался, сел, погнал. Экспедиция экспедиция, а вот когда дома уже, дома это тоже дома. Ну давай, щучка, клюй. Ох, завалило снежком, сейчас завалит. Вторая поклевка, ребят, недалеко, и центр сработал. Он даже крутит, что-то мотает. Ага. Хорошо. Это хорошо. И чё? И все. Что-то стоял, крутил и все. Бросила что ли опять? Бросил, ребята. Мелкая что ли какая-то или что? Ну, опять метр вымотала и все. И бросила. Вторая, ребят, сработка. Метр выматывает, выплевывает. Или мелкая, или вообще не активная. Давление может, что-то такое. Что-то не нравится. Так, край и середина пока у нас. Опять же, пока не показатель. Давай, давай, расклевывайся. Буквально 5 минут, ребят, и очередной подъем. Тоже центр. Погнали смотреть. Тут у нас глубоко 2,5 метра. Опа, вымотало все, ребята. Полная вымотка. Быстро. Три оборота осталось, ребята. Три оборота осталось, полная вымотка. Хорошо покрутила, значит рыба. Значит, рыба уже что-то похоже на рыбу. Надо этот
Ритуал, ребята. Там бум бам, тум бара бум, тим бери бэм. Ну давай, что ты там, домотай уже. Вон. Есть мелкая, ребята. Мелкая щучка, мелкая. Эй. Ушла. За лед зацепилась. Двойником. Блин, зараза. Эх ты ж. Ну мелкая. Мелкая щучка, блин. Ну, она держала, я ее подсек и получается как раз вторым крючком зацепилась за лед. Так бы вытащил. Ладно, не наша. Ну пока вот так, ребят, пока не получается. Щурогайки пока что-то долбят. Да эту бы сейчас, если достал, отпустил, мне кажется, тоже. Грамм 500 там висела. За лед зацепилась, зараза. Тишина пока, ребят. Тишина. Было вот, это походу дневной выход был. Ну плюс-минус там в 20 минут разница между поклевками. Мелочушечка. Ладно, начало сезона, ребят. Сейчас многие задумываются, какие шуруповерты, буры, и часто вопросы задают. В прошлом году, ребят, было у меня приобретение. Я уже обзор показывал, конечно. Вот. Но все же хотелось подытожить, так скажем, потому что прошел полностью сезон с ним. Вот. Изначально тоже не было понимания, как бы. Сначала взял такой слабенький, потом взял чуть другой. Ну, короче, все не то, ребята. Ну и в общем, упал у меня выбор на DeWalt. Это чистый американец. Да, конечно, стоит денег, ребят, но он того стоит. Вот, это у меня 996, ну, 96-91. Это последний, вот остались, что у нас в России, 91-й, 96-й. Это у меня 996 моделькой. Вот. Флагманская моделька. Вот. Нашел человека, Денис занимается вот в России у нас импортными шуруповертами, DeWalt, там, Милорики. Вот, я ему задачи свои нарезал, и он говорит: Андрюх, вот этот аппарат тебе будет за глаза. Вот я походил прошлый сезон весь, и, ребят, ну реально аппарат. 5 вольтаж вроде, да, пятерочка, ребят, батарейка. Ну, слушайте, а стоковая батарейка, она хватает вот на мои задачи, на мою рыбалку полностью, там 50-60 лунок, 130, да вообще не вопрос. Так что, блин, есть, конечно, ребят, всякие там аналоги, и многие там скажут, что нам этого достаточно. Я не спорю, ребят, но вот здесь вот именно 2 батарейки, пятерки, крутящий момент 100 ньютонов метров, просто зверь, реально. Я еще ни разу, ребят, за рыбалку не высаживал одну батарейку, чтобы я ставил вторую батарейку. Я всегда ее вожу, я их всегда там подзаряжаю.
Ну, я еще ни разу не менял. Как бы просто хватает вообще. Не знаю, сейчас Денис занимается, не занимается, в общем, шуруповертами. Вот. Если кому интересно, может, найду, ребят, ссылку. Кому вот именно что-то такого плана интересно, хороший аппарат, то могу подсказать. Да, здесь можно нагружать, то бишь можно взять 8. Денис также мне, когда я с ним общался, вот, он говорит: Андрюха, ну не будет хватать, ну возьмешь просто отдельно батарейку, там 8, да, и тогда вообще, говорит, просто тебе ничего больше и не надо будет. Спокойно, ребят, хватает вообще. Три режима на первом режиме крутишь. Фух, вообще милое дело. Так что полет нормальный, ребята. Американец работает. Вообще, я не нарадуюсь. Хорошая вещь. Я и строился. Специально там надо было такие, ну, скронштейны там закрутить было в бревна. О, спокойно. Ну, зверь, конечно, аппарат. Так что все хорошо. Нормально. Так, ну что, поклевок нет, ребятки. Все. Теперь, скорее всего, только будет к сумеркам. Вот что-то подсматриваю вот эту левую сторону, как будто бы я чуть-чуть неправильно поставил. Как будто надо было чуть-чуть сместить. В общем, ребят, кому будет интересно, пишите в телегу. Ссылка в описании. Там, если что, не знаю, я с Денисом уже не общался год. Вот. А так вот парнишка занимается именно по России шуруповертами. Так что, ребят, ссылка в описании, в телеге, вся движуха. Такие дела. Походу перевернуло, ребята. Тут какой смысл получается? Крючок у нас возле жабер. Щука живца, как правило, берет поперек. Вот она его хватает, немножко вымотает, держит, потом начинает переворачивать. Перевернула и начинает заглатывать. Вот. Соответственно, сразу она не колется, она не бьет по крючку. Вот этот момент надо вытянуть. А если был бы на тройниках, ребята, то сейчас нужно было уже сечь, по идее. Как правило. Ну, опять же, какой жор у щуки. Осталось тут 5 оборотов. Короче, что-то в этой локации поклевки есть. Там почему-то, не знаю, что-то мне там не нравится. Может, я неправильно поставил, там слишком близко. Ну и все, что выплюнуло. Ну, хулиганка, походу, ребят, маленькая опять. Опять снег пошел, блин. Ё-моё, ребят. Просто зверь. Ну вот такая щука, наверное, и бьет. Черная подруга.
Так, теперь мне надо тебя как-то отпустить. Ну вот, а тут она уже заглотила, блин. Сейчас попробую, ребят, как-то я тут закровоточила уже. Та-та. О, ребятки, да, самый то будет. Перекусим быстренько.
Чудо, ребят, не свершилось. Ну и ладно. Сегодня не клево. Завтра, возможно, повезет. Жерлицы оставляю. Попылили до дому. Такие дела. Завтра будет видно. Ну, для нас целая ночь. Ну, для вас одно мгновение, ребята. Погнали. Ребятки, доброго утра. Ну что, я на месте. Я на месте. Долетел. Косачей столько. Вообще красота. Ну что, вчера, как вы помните, мы оставили жерлицы. Приехал на проверку. Но сегодня не так рано. Сегодня снега много завалило. Пока почистились там туда-сюда. Вот, дела уладил и полетел. Ну что, как ни странно, ребята, та сторона, на которую я ставки делал, сработала. И сработал берег. А то, что я вчера переставлял ближе, нифига. Ну, в общем, тут две есть. Одна по центру, прям ровно. И одна вон прям тут, где стояла мотособака вчера. Та сторона, которая вчера стреляла, мелкая щука, ни одного загара. 4 загара, ребята. Есть на что посмотреть, как говорится. Вот, так что поглядим. А вдруг бонус. Ну, как на бонуса не рассчитывал, но на жареху должны снять, я думаю.
Так как здесь, ребята, полная вымотка вот здесь. Ну, чем плохо граница, щука берет и уходит в траву. И не знаю, вот я вчера уезжал, сработок не было. Это или поздно вечером, или ночью, или рано утром. Вот за это время щука спокойно могла затянуть в траву 10 метров лески, кувшинки, все вот это остальное перемотать, и возможно не получится даже и достать. Но леска крепкая, ребята, должен прорвать все это как бы нахрапом, если нет коряги, конечно. Пьем чаек, ребята, погнали работать, посмотрим. Так что давайте поглядим. Вчера у нас было 5 сработок, один сход, ну там карандаш, и карандаш заглотил. Вот, так что сегодня поглядим, что как. Погода опять меняется, ребят. Сегодня ветер, снег, что-то -1, завтра 0 и вечером -15. Послезавтра уже будет, ребят, 20 градусов мороза опять. Такие дела. Так что давайте начнем. Что, ребят, натяжка, полная вымотка. Береговая. Что, будем брать? Ну что, да пребудет с нами удача, как говорится. Ох, все там, ребята. Лунки не замерзли. Это радует. Ну да, там в траве. О, что там все в траве, ребята. С травой там что-то тяну, тащу. Ах ты, ёк-макарёк. А не понял. Что такое было? Какая-то палка, что ли, ребята? Но да, палка от сетей, скорее всего. Сейчас посмотрим. Да, ветки. Щуки нету. Как будто была. Была и ушла, отвалилась. Нет, это не это, ребят, не сетки, это бобры. Тут хата недалеко, бобровая. Скорее всего, они ивняк затаскивают. О. Скорее всего, они. Ну что, мимо, ребята. Ну ладно, бывает. Та-да-да-да, та-да-да-да, та-да-да-да-да. Ну вот такие, ребятки, дела пока у нас обстоят. Понятное дело, что сегодня день рыбалки, но я не буду, ребят, сегодня сидеть, некогда. Вот, оставлю я еще на ночь, потому что сегодня к вечеру будет 0. То бишь, возможно, перемена что-то сыграет. Ну, короче, посмотрим, не знаю. Я как бы и планировал 3 дня покататься, вне зависимости, ночевать или не ночевать. Кстати, стало полегче. Спасибо, ребят, в Телеграме бодрят. Андрюха, выздоравливай. Ну, вот видите, ребят, я, как говорится, на больничном, только в лесу. И сегодня даже получше стало, ребят, на самом деле. Вот, так что болеть, конечно, хреново, но
лес лечит, ребят. Прохладный воздух, он реально лечит. Вот, можно было посидеть до обеда. У меня термосок с собой, чаек маленький взял. Не буду. А многие скажут, что кататься, не кататься, ребят, сюда, туда-сюда, с деревни, сюда примерно 13 километров. Вот так. В одну сторону. Ну и в общем обратно, да, 26 километров, там плюс-минус. Вот. 26 километров, ребят, я вчера заправлял полный бак. Полный бак. По деревне еще прокатился. Ну, короче, 30-ка, ребята, 30-ка, да, я вчера проехал. Потому что где-то там, где-то туда заезжал, там еще. Ну, еще по деревню там катнулся. Да, ну, 30 километров вчера, ребят, я проехал. Я сегодня долил полный бак литра 1,5. Вот считайте. Ну, может, чуть больше. Может, литр 800. Может, где-то так. Бак 6,5 литра. У меня вот так в канистре оставалось. В десятке. Вот я плюхнул. Ну да, литра 1,5. Полный бак опять стал. Вот и считайте, 30 километров 1,5 литра бензина. Какой расход? Ну, просто многие топят за снегоход. Вот, ребята, для чего техника нужна. Она экономичная, ну, реально, вот, самое то. Нежели если бы я на снегоходе проехал 30-ку, ребят, ну, я, наверное, заправил бы как минимум литров 15. Плюс масло, если там двухтактник. Ну, не суть. Так что, ладно, ребят, попылили. Красота, снежок поднавалило сегодня ночью. Сегодня едешь, вообще прям кайф, мягенько. Бум-бум. Косачики сидят. Хоть покататься, а то, блин, засиделись. Катаюсь, кайфую. Нормально. В полгазика иду. Балдею. Песня. Подогревы работают, короче, все дела. Все, ребят, давай, связь. До завтра. Да. Воды, конечно, давануло. Ребят, ну что, доброе утро. Доброе утро. Блин, вроде подъема не видел, смотрю, загар. Вон, второй. Ну что, приехал на озеро, ребят. Два загара вижу. Ну, непонятно. Жерлицы все замело. Ночью буря была, ураган. Снега поднавалило, ребят. Прилично так. Сантиметров 10, наверное. Свежего. Сегодня у нас 0 градусов.
Но через 2 часа начнет морозить, ребята, и к вечеру уже будет минус 11. Вот эти маленькие жерлицы все замело. Вот чем плохо, ребята, что вот, ну, все, жерлицы вот после бури, все, они не рабочие. А вот на стоечках, хоть бы хны, еще сантиметров 10 беспокойно выдержали. Ладно, начнем собирать. Как-то на так. Так, сумки взять, это взять. Саночки берем и погнали. Не знаю, вроде ехал сдалека, не было с работы. В углу бахнули. Вот смотрите, первый день, когда я приехал, стреляла эта сторона и немножко середины. Вчера приехал, все было здесь. Но сегодня опять там. Видите, в каком состоянии жерлица. Плюс сырой снег. То бишь, даже если щука хапает, она сейчас чувствует сопротивление, бросать будет. Погода такая, ребят, нежная, охрененная. О, тут воды нету, там краем вообще жестко по озеру шел. Да, это уже давно, ночью или вчера. Катушка, потому что заметенная. Блин, сейчас бы сорогу половить. Ух, класс. И погоду такую щука любит так-то, по идее. А нет, полная, ребята. Ху-ху. Так, интрижку. Давайте сразу туда сходим. Охота просто посмотреть. Вот здесь щука. Какого размера, я не знаю. Вчера ребята заехали с ночевой. Тоже, говорит, вообще 3 сработки вчера. И сегодня 3 сработки. Поймали пару таких чурагаек. Тоже ночью или вчера. Полно. Ха-ха. Ну, это что-то радует. Третий день, ребята. Ну, я катаюсь, как бы, что. Снежку поднавалила. Песня. Сегодня даже рукавицы не одевал. С подогревом идешь. Балдеешь. Так, ладно, давайте пробуем. Должны же привезти жарежку. Так, приготовлю сразу сумочку. Вот так вот. Ну что, даже смотрю, петля, видите, есть. Ну ничего, вымотал. Третьи сутки в пути. Ветер, камни, дожди. Все вперед и вперед. Рота прет, наша прет. Пробуем. Ну есть, ребят, ну. А нет. Пошла на меня. Да не, не большенькая. Не большенькая. Вот такая. Грамм 500-600. Черненькая щучка. Так, на жарежку. Заглоте все равно. Не достать. Не достать. О, смотрите, где крючок. Видите, ребят, двойник. Вот, все там. Так, ну что, тот ряд собрал. Давайте посмотрим, ребятки. А вдруг бонус? В прошлом году я брал здесь на 8 килограмм. Так, ну что, давай. Напоследок, так скажем. Удиви-ка нас. Удиви-ка нас. Что-то вообще непонятно.
Оп, пошла. Оп. Оп, 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 оп. Вот это пойдет. Тут стояла килушечка. Ну вот. Жарежка есть. Оп. Ну что ты? Устала уже. Походу вчера взяла. Вот такая, ребята, бронзовая. Красивая щука здесь. Килошечка такая попалась. Инструмент нужен, инструмент. Инструмент. Вот с двойниками, конечно, можно вот так оставлять. Я считаю, если на тройниках, то... Эй, ну зачем ты так делаешь? Зачем ты кусаешься? Ты уже на сковородку, мать. Ты уже на сковородочку попрешь. На сегодняшнюю. Как раз щука не замерзнет. Тепло. Что, еще и зевник надо? Ах, какая, а. До последнего, ребят, понял? Не хочет она. И кусается. И рот не открывает. Ну вот. Итого у нас, ребят, в первый день, я не помню, 5 сработок вроде. Одна маленькая сход был. Вчера 4 сработки. Ни одной не взяли. Завела там в корягу. И сегодня 2 сработки, но забрали. Не понял, ребят. Последняя жерлица уже доматываю. Смотрю, полная вымотка, что ли. Что себе. Да, вымотала полностью. Опачки. Третья. Видите, я говорю, вот флажок не сработал. Флажочек-то, ребят, не сработал. А поклевка была из-за того, что снег. Такая же сестричка. Такая же сестра. Ну вот, ну это вообще нормально. 3 штучки так, ребят, вообще. 3 это не 2. Так, ребят, ну что, все. Моя покатушка закончилась. Сегодняшнего дня морозы. И впереди там до 25, до 30 градусов. Опять, короче, перепад. Рыба не может тоже восстановиться. Вот такие резкие. И, соответственно, тоже она вот что-то начинает вроде. Бац, опять понижение или повышение. 3 сестрички, ребята. Такие грамм 800-900. Нормально. Сегодня пожарим. Ну, в общем, как-то так. Дорога налажена. Впереди, ребята, экспедиция морозная. Едут ребята ко мне в гости. Вот. Ну, Андрюха точно едет, а там, не знаю, посмотрим. Блин, вчера не занес термос. Холодный. Короче, поглядим, ребят. Ну, морозы, ну а что потом делать? Все-таки зима, правильно? А то привыкли кайфовать, как говорится.
Так что все, ребят, давайте, всем удачи. Желаю в этом сезоне. Там смотрю, у кого-то там где-то лед встает. Аккуратненько, ребят. Не борзейте, как говорится. Ну и не хвоста. Все, а я домой, ребят. Такие дела. Что, подогревы включаем, погнали, снежочек попер. А на зерко давай. Спасибо и на этом, как говорится. Ты у нас характером, я знаю. Эх, снежочек повалил. Ну ладно.